Факультет радиофизики и электроники является известным общепризнанным центром подготовки специалистов, ориентированных на работу в высокотехнологических, наукоемких областях. Практически это те отрасли, которые являются наиболее передовыми и востребованными, и прорывными в науке и технике. И поэтому создание центра прототипирования, оснащенного современным оборудованием, является для нас очень важным, поскольку наши студенты в рамках выполнения курсовых, дипломных работ, выполнения научных исследований получают уникальную возможность реализовать свои идеи и исследовать свои разработки непосредственно в ходе учебного процесса и своих научных исследований. Очень важно, что оборудование, которое сегодня стало доступным нашим сотрудникам, аспирантам, студентам, соответствует мировому уровню. И наши выпускники, выходя из стен факультета, могут успешно конкурировать на рынке труда, поскольку будут в состоянии работать с современными и востребованными технологиями. Кроме того, наличие такого оборудования в непосредственной близости от факультета является еще и важным, потому что мы можем существенно экономить время на разработку и создание опытных образцов. И вот такого рода уникальное оборудование является, скажем, такой материальной инструментальной базой для реализации так называемых стартап-проектов. Наши студенты активно участвуют в стартап-движении, и очень важно, что наличие современного оборудования позволяет создавать важные разработки не только в области чисто информационных технологий, но работать на стыке, где разработка включает в себя не только алгоритмы, программы, но и высокотехнологическое оборудование, устройства и системы. Я думаю, что конкретное практическое использование вот этого оборудования, оно уже практически начинается, поскольку наши студенты принимают участие в разработке нового университетского спутника, и многие компоненты и составляющие, они создаются и прототипируются именно здесь. А во-вторых, прошедшие конкурсы стартап-проектов, в которых наши студенты получили призовые места, уже предполагается, что некоторые из этих проектов будут реализовываться именно на базе оборудования, которое представлено здесь.